Здравствуйте! В эфире телепередача исторического парка «Моя история». С вами Анастасия Арышева. В историческом парке торжественно открылась выставка, посвященная жизни и деятельности Исидора Никифоровича Барахова. Мультимедийная выставка «Вся жизнь служения своему народу» посвящена 125-летию Исидора Барахова, выдающегося государственного общественно-политического деятеля Якутии начала XX века. Выставка выполнена в мультимедийном виде, содержит собранные в разное время специалистами музея исторические фотографии, материалы и фотоснимки из семейного архива. Инициаторами создания экспозиции выступили Музей государственности имени Барахова в Верхневилюйском УУСе совместно с музейным комплексом «Моя история». Сегодня в городе Якутске открывается мультимедийная выставка в историческом парке «Россия. Моя история», посвященная 125-летию со дня рождения выдающегося политического государственного деятеля Исидора Никифоровича Барахова. Чем эта выставка примечательна? Дело в том, что Исидор Никифорович Барахов был одним из первых молодых руководителей, отстоявших автономную Якутию. Исидор Никифорович для якутского народа популярен тем, что, не думая о своей судьбе, он заботился о якутском народе. Так он в 22 году, 10 марта, совершил переворот власти. Благодаря этому перевороту якутский народ уцелел в той страшной борьбе за власть, когда друг друга стреляли родные люди, отец на сына, сын на отца. Вот сегодняшним днем, вот тем, что вот мы сегодня, чего достигла республика, как живет народ, вот этим мы благодарны именно Барахову, тому перевороту, историческому перевороту, который сыграла именно судьбоносную игру, то событие, тот переворот. Гостей столицы и жителей Якутска приглашаем посетить нашу выставку про Исидора Никифоровича Барахова. Выставка работает с 30 марта по 30 апреля, со среды по воскресенье с 10 до 7 часов. Вход свободный. Исторический парк «Россия. Моя история» приглашает вас на выставку «Рюриковичи». Здесь вы можете познакомиться с историей первой российской династии князей и царей. Узнать что-то новое о средневековом бытии и жизни обычных людей. Ключевые события в истории государства. Посмотреть документальные фильмы об истории государства, его культуре, религии. Также вы можете проверить свои знания в интерактивной викторине. Вы узнаете много интересного, посетив нашу выставку. Ждем вас! Исторический парк разрабатывает новые методы работы с населением. Методисты исторического парка «Россия. Моя история» провели историко-просветительскую экспедицию в село Намцы Республики Саха-Якутия. В ходе встречи сотрудники парка рассказали школьникам о проекте «Пушкинская карта», о том, как оформить карту и пользоваться ею. Также провели занятия по профориентации «Мой путь к самореализации» и викторины про родной край среди старшеклассников из 4 школ села. Подобные экспедиции мы посвящаем в этом году году наставника и планируем дальнейшую работу в близлежащие вузы. Приглашайте, мы к вам приедем. О, привет! Какая встреча? А что ты тут делаешь? Я пришел написать реферат. Какое совпадение, я тоже. Ну пошли. Пошли. Здравствуйте, мне, пожалуйста, билет. Нет,
Зачем тебе платить деньги, если есть пушкинская карта, и с помощью него ты можешь приобрести билет? А, да? А как? Давай я тебе сейчас покажу. Давай. Скачиваешь госуслуги, потом регистрируешься, потом скачиваешь госуслуги культура. И у тебя там будет автоматически 5000 рублей, которые ты можешь потратить на музей, кино и на концерты. Как круто. Не тратьте деньги! Есть пушкинская карта! Приглашаем школьников на профориентацию «Мой путь к самореализации». Опытный специалист исторического парка «Россия. Моя история» окажет профориентационную поддержку и поспособствует в выборе направления среды жизнедеятельности учащихся в легкой доступной форме. Игра «Интересно об истории» – тематический квест по музею, в котором участникам предстоит делиться на команды и выполнять интеллектуальные задания. Викторина «Музей старинных вещей» – в соревновательной форме участники познакомятся с древними вещами их истории. Наш парк принял участие в молодежном фестивале «Мусустар». В историческом парке состоялась встреча с замминистра культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия Марины Сильной с делегацией из Горного Уса, которая приехала для участия в фестивале «Мусустар». Думаю, что мы выбрали площадку парка «Россия. Моя история» не случайно, потому что фестиваль молодежный, а музей тоже молодежный, современный. И нам хотелось бы, чтобы все наши ребята, молодое поколение, чтобы они посмотрели музей, как это здорово. Гости обсудили планы и перспективы участия в фестивале, обменялись мнениями и идеями. Особенно посетителям понравилась экскурсия и тематический квест по экспозиции современной истории Якутии, который провели сотрудники парка. Завершается техническое переоснащение исторического парка. Поступила последняя партия оборудования. Исторический парк «Россия. Моя история» в Якутске получил последнюю партию оборудования для финального этапа технического переоснащения экспозиций. Учреждение получило еще 90 проекторов, в том числе купольный проектор, который обеспечивает работу кинотеатра. Сегодня в рамках исполнения поручения президента Российской Федерации мы получили обновленное мультимедийное оборудование, а именно современные лазерные проекторы. Это второй этап, который мы завершаем, и сегодня начинаем монтаж данного оборудования. И мы очень рады, что вот такое техническое перевооружение позволит нам шире использовать возможности нашего исторического парка для жителей Республики Саха-Якутия. Напомним, что в январе текущего года завершилась основная часть технического переоснащения экспозиций. В конце 2022 года парк получил 289 лазерных высококонтрастных проекторов, благодаря которым экспозиции стали ярче. Исторический парк – это не только мультимедийные выставки, но и музейные экспонаты. Руководство исторического парка встретилось с членом Союза художников Республики Саха-Якутия, художником-графиком, мастером народных художественных промыслов Василием Авраменко. В эти дни мы осуществляем приемку передаваемых в дар нашему учреждению, как одному из музеев республики, архива, личного архива очень оригинального, творческого человека Авраменко Василия Ивановича, который художник, который в свое время прибыл из Украины и связал свою судьбу с нашей республикой. Художник передал в дар историческому парку работы, созданные за годы трудовой деятельности в газете «Социалистическая Якутия». Газетные полосы с его рисунками уникальны. В работах Авраменко отражена история Якутии. На страницах представлены исторические периоды строительства известных зданий города Якутска, жизнь северных районов, портреты политических деятелей и моменты из жизни якутян.
мы приветствуем такую передачу в наш фонд, потому что музейный фонд – это то, что будет храниться вечно. И поэтому есть стопроцентная гарантия того, что тот предмет, который дорог вам, он никуда не пропадет. И он будет сохранен в соответствующих условиях, он будет описан и представлен в том виде, в котором он того заслуживает. Якутия – родина российских алмазов. Только в историческом парке «Россия. Моя история» можно увидеть выставку «100 именных алмазов», посвященной столетию государственности Якутии, включающая в себя 100 крупнейших алмазов, реплик и сертификатов. Уникальные алмазы, которым присвоены имена 25 героев Советского Союза, 35 якутян-героев социалистического труда, анимпадиста Сафронова Алампа и других достойных личностей Якутии. Прикоснись к истории богатства Якутии. Я прощаюсь с вами до следующей недели. С вами была пресс-секретарь исторического парка Анастасия Арышева. Исторический парк приглашает вас посетить наши экспозиции. Исторический парк «Россия. Моя история» представляет мультимедийную экспозицию «Романовы». «300 лет правления Романовых. Воцарение новой династии. Смута. Церковный раскол. Бунты 17 века. Развитие культуры и образования. Вхождение Якутии в состав России. Здесь вы узнаете, почему именем Петра была названа целая эпоха. Эпоха наполеоновских войн. Отечественная война 1812 года. Информация у нас представлена в увлекательной и интерактивной форме. В данной экспозиции также присутствует региональный контент, посвященный истории Якутии. Это и многое другое вы можете узнать, посетив нашу экспозицию. Ждем вас в историческом парке.